Во время Рождества, первую его неделю назад, это был праздник Святого Семейства, следующее воскресенье уже Крещение Господне. Сегодня 3 января, это также память имени Иисус. Осознаем наши грехи, чтобы с чистым сердцем совершить святое таинство. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человека. И свет во тьме светит, и тьма не объяла Его. Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотью и обитало с нами полной благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о Нем и, восклицая, говорит: «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня». И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Слово Господне! Евангелие это слышим многократно во время Рождества, потому что апостол Иоанн открыл нам суть воплощения Слова. Слово было в Боге всегда, а 2000 лет тому назад оно воплотилось по воле Отца, и Слово приняло даже имя человеческое. Иисус, Иешуа. В Палестине в это время много было людей о том имени Иешуа. На 8-й день после рождения Иисуса, то есть у нас Новый год,
в 8-й день было обрезание, и тогда официально давали имя. И Мария и Иосиф дали имя Иисус. Вот в этом имени есть спасение. Нет другого такого имени, в котором человек, призывая это имя, мог бы получать спасение. Потому что в этом имени Иисус есть вся любовь Бога к роду человеческому. И поэтому сегодня прославляем имя Иисус. Постараемся в течение дня много раз, даже мысленно, выговаривать это имя Иисус. Падре Пио, когда умирал, он повторял очень часто это имя, также и имя Марии. И очень прекрасно, что в традиции славянских народов есть такое правило, что не дает детям, когда рождаются, имени Иисус, чтобы подчеркнуть, что это имя Спасителя. И мы, грешники, не имеем права называть себя таким именем, в котором есть спасение рода человеческого. Поэтому мы, славяне, в этом плане молодцы, что действительно не даем имени детям Иисус, чтобы подчеркнуть, как это имя свято. Поэтому на разных языках звучит это имя. В каждом этом звучании есть сразу ассоциация, когда слышим Иисус, что это Бог воплощенный, что это наш брат, потому что Бог стал человеком, что это мой Спаситель, это мой друг, это мой наставник, это самый верный такой друг, который меня никогда не оставит. Поэтому каждый из нас имеет полное право говорить о Иисусе, что это мой Иисус. И действительно, так оно и есть на самом деле. Иисус пришел к тебе на землю, если ты был бы один в мире, Он бы для тебя пришел, родился бы в Вифлееме, лежал бы на сене ради тебя, так как и был распятый на Голгофе ради тебя. Даже если ты был бы один в мире, Иисус отдал бы свою жизнь за тебя. Поэтому Он есть твоим Иисусом, а ты будь Его. Потому что христианин – это тот, кто принадлежит Иисусу Христу. Поэтому и мы есть Его народ, который Он приобрел ценой своей крови. Поэтому будь благословенный Господи, между всеми ангелами, всеми святыми, ибо Ты великий Бог, и имя Твое свято во веки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Будь с вами, да будет имя Господне благословенно. Помощь наша в имени Господа. Да благословит вас всемогущий Бог, Отец и Сын и Дух Святой.
Пресвятое Таинство. Да пребудет в прославлении Пресвятое Таинство. Отец мой, Тебе я посвящаю верную жизнь.